Гурбангулы Бердымухамедов маньяк, насильник и педофил. Я это могу доказать. Когда я учился в 41-й школе, приходила его охрана, выбирали самых красивых девушек со школы на какое-то частное мероприятие. Даже одну из моих одноклассниц выбрали. Всячески учительница сказала: ложись в больницу, не иди на это мероприятие. Она также сделала, не пошла. А сколько матерей я знаю, чьи дети стали жертвами этого насильника, потом находили их мертвыми. Чаратовича возьмем, бывший министр строительства и архитектуры Туркменистана. Я был с ним знаком, когда он был замминистром. Мы играли с ним даже в теннис в обеденное время. Очень честный, справедливый человек, сидит за взятку. Никакой взятки там не было. Если бы хотел бы взять взятку, взял бы у меня. 65 заключений подписал. А я вам скажу, у меня даже есть люди, которые подтвердят мои слова. Назару сказал нет. Назар — это взятый президента Туркменистана, который весь строительный бизнес подмял под себя. Мусайоллары принадлежит ему. Он сказал нет, не подписал ему документ. А Назар еще большие откаты делает, помимо этого своих холопов, шоферов, открывает на них фирмы, Назар, Лиада, Ян и Я, там таких 1000 фирм, и делает со стороны большие откаты. Чаратович отказался им, вот, посадили его в тюрьму. Назир Хабибов. Очень популярный певец в Туркменистане был. Заставили признаться то, что он употребляет наркотики. За это сидит в тюрьме. А сам президент Туркменистана, он же сам наркоман. Проверьте кровь его, анализы, посмотрите, кто из них наркоман будет. А Назира-то из-за племянников брали. Назир был очень популярным певцом. Надо было ему за 3 месяца записаться, если хочешь, чтобы он пел на свадьбе. Вот племянник сказал: завтра идешь на другое мероприятие, на моему другу на свадьбу. Он сказал: я не могу, говорит, Шамы, вот у меня уже есть заказ. Ну все, не пошел он, пошел на свой заказ. И вот сидит в тюрьме. А почему признался то, что он употребляет наркотики? Потому что семья дороже, семью бы взяли бы в заложники, уничтожили бы семью. Вот такая Туркмения у нас.